всесезонном курорте Арамхи состоялось торжественное открытие чемпионата России по горным лыжам среди слабослышащих. В церемонии приняли участие глава Ингушетии и гости из Федерации горнолыжного спорта страны. Здесь прошли гонки по одной из дисциплин – слалом-гигант. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Горные лыжи, в отличие от альпинизма, вид спорта в республике уже немалоизвестный и весьма популярный. В 2014 году в Горной Ингушетии уже проходил чемпионат России по лыжам. На открытие соревнований 2017-го сегодня собралось немало людей. А первым взял слово Юнусбек Евкуров, который отметил, тот факт, что люди с ограниченными возможностями здоровья находят в себе силы заниматься спортом и добиваться значимых высот, большой пример для остальных. То, что вы занимаетесь спортом и показываете пример всем, это дорого стоит. Я рад, что вы собрались сегодня здесь в республике. А нашим организаторам пожелал бы, чтобы к вам было самое-самое пристальное внимание. Те, кто здесь впервые, я надеюсь, что вам понравится не только красоты, понравятся люди, понравится наша кухня. Наладите свои добрые, хорошие взаимоотношения. Ингушетию на соревнованиях представляет Елена Яковишина, чемпионка России 2016 года. На нее возлагают большие надежды не только на этих соревнованиях, но и на всех крупных турнирах, в которых она планирует принять участие. По результатам первой попытки Елена лидирует с большим отрывом от соперников и надеется взять золото. Красота тут совершенно другая, не то что в Альпах. В принципе, есть чему удивиться, то что совершенно другой вид. А вот Елена Круподерова приехала из Московской области. Несмотря на свой недуг, девушка уже несколько лет занимается лыжным спортом. Говорит, поездка на Кавказ для нее скорее двойная возможность попытать свои силы на чемпионате и приятно провести время. Я в Ингушетии в первый раз. Мне очень нравится сам санаторий, природа и особенно горы. Они похожи на альпийские. Попробовать свои силы на соревнованиях в Ингушетию приехали спортсмены из Ижевска, Перми, Московской области, Санкт-Петербурга и Уфы. А заодно, если повезет, пройти отбор на предстоящий чемпионат мира. Ведь попадут туда только сильнейшие. Следовательно, и результат нужно показать самый лучший. Победители в гигантском слаломе будут выявлены по итогам нескольких попыток. Развивать на Северном Кавказе, а в частности в Ингушетии этот вид спорта, такую задачу ставят перед собой организаторы. Тем более с такими перспективами и условиями результаты, уверены, здесь превзойдут все ожидания. Очень много перспективы у горной республики Ингушетия, очень большие. Я всегда говорил и считаю, что наши республики должны в горнолыжном спорте быть первыми. Рано или поздно мы к этому придем. В четверг ожидается соревнование еще по одной дисциплине. Тогда и будут подведены итоги гигантского слалома. А пока участникам чемпионата предстоит набираться сил перед новыми стартами. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24.